Pavisam vienkārši tests ar 5 galvenajām pazīmēm, kas liecina, ka mūsu organismā ir nelūgtie viesi jeb parazīti. Grēmošanas problēmas, bieža vēdera uzpūšanās, aizcietējumi un caurejas, pēkšņas sāpes vēderā bez zināma iemesla un slikta dūša. Hronisks nogurums, enerģijas trūkums, kaut arī mums ir pietiekams miegs, apātija un grūtības koncentrēties. Ādas problēmas, pumpas, izsitumi, niezes, egzēmas, akne. Imunitātes pazemināšanās, biežas saaukstēšanās, infekcijas, ilgstoši iekaisumi un alerģijas. Un pēdējais tieksme pēc saldumiem un neveselīgas barības, svara zudumi jeb pieaugums un nepilnvērtīgas barības vielu uzsūkšanās, kas izraisa vitamīnu un minerālu trūkumu. Ja tev ir kaut vai viena no šīm pazīmēm, tad tekstā raksti tests vai sazinies ar mani soc tīklos, jo man ir risinājums. Jauku tev dienu! Pavisam vienkārši tests ar 5 galvenajām pazīmēm, kas liecina, ka mūsu organismā ir nelūgtie viesi jeb parazīti. Grēmošanas problēmas, bieža vēdera uzpūšanās, aizcietējumi un caurejas, pēkšņas sāpes vēderā bez zināma iemesla un slikta dūša. Hronisks nogurums, enerģijas trūkums, kaut arī mums ir pietiekams miegs, apātija un grūtības koncentrēties. Ādas problēmas, pumpas, izsitumi, niezes, egzēmas, akne. Imunitātes pazemināšanās, biežas saaukstēšanās, infekcijas, ilgstoši iekaisumi un alerģijas. Un pēdējais tieksme pēc saldumiem un neveselīgas barības, svara zudumi jeb pieaugums. Un nepilnvērtīgas barības vielu uzsūkšanās, kas izraisa vitamīnu un minerālu trūkumu. Ja tev ir kaut vai viena no šīm pazīmēm, tad tekstā raksti tests vai sazinies ar mani soc. Если мы начинаем излечивать паразитоз, мы излечиваем 90% различных заболеваний. Понимаете? Серьезно? Дело? Абсолютно. Вот. Это данные Всемирной организации здравоохранения, что на сегодняшний день паразитозы вызывают 90% заболеваний известных человеку, в том числе и онкологических. Паразиты, в общем-то, не имеют собственных признаков. У них все признаки паразитозов, они, как бы сказать, мимикрируют под другие заболевания. Медицина ставит сегодня заболевания на астму, бронхиальная астма, язвенный колит, ну и так далее. Хроническая аллергия. Это все непосредственно связано с паразитозом. Я открою эту тему. Например, известно очень хорошо, что аллергию вызывают такие паразиты, как токсокара, которые водятся в кошках и собаках. Причем в каждом, и в кошке, и в собаке, они разные. Как бы у кошек свои, у собак свои. Наши дети, извините, в засос целуются с этими животными, да. Вот они находятся дома. Токсокара выделяет огромное количество яиц, на которые не действуют факторы внешней среды, ни солнечный свет, ни жара. Их только можно уничтожить чем? Паяльной лампой. Лучше ничем. В детских садах кошки, даже если один ребенок, если одна собака и кошка, значит, заражена, ее яйца на обуви, на руках, на одежде принесены в садик, уже скоро заражены все дети. Почему дети так в садиках болеют? Вот. Именно только по этой причине. Собственных симптомов у паразитов нет. Они под масками других заболеваний. Почему-то медицина склонна к тому, чтобы лечить эти маски. Сегодня вот мы начали о токсокаре. Аллергия, детская аллергия. Да почти всегда это токсокароз. А токсокара, она от животных попадает
в виде яйца к человеку, кишечники освобождаются, получается личинка с таким буравчиком хитиновым, просверливает кишечник, заходит в кровеносный сосуд близлежащий, разносится по всему телу и живет в виде личинки до 20 лет. Эти дети, особенно когда интенсивная инвазия, когда кошка, собака дома живет, выходит на улицу, общается там с другими собаками или кошками, нюхает дерево, то есть через вот эти вот вдохи, когда собака нюхает дерево, она тоже может заразить. Таксокара может, извините, вылазить из заднего прохода мамки, суки, и залазить через кожу, прямо просверливать кожу у щенка. Очень многие щенки уже внутриутробно заражены, они рождаются непосредственно с местами и носят. Если, конечно, не проводить деинвентаризацию животных, такая собака или мышка все свое окружение очень быстро заразит. И, конечно, дети такие, они очень серьезные аллергики. Значит,